С 1 июля Пенсионный фонд России начнет прием заявлений на пособие беременным и родителям-одиночкам. О новых мерах поддержки объявил Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Согласно поправкам, внесенным в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, получить новые выплаты сможет родитель в одиночку, воспитывающий детей в возрасте от 8 до 16 лет. Выплаты предоставят и беременным, вставшим на учет в женской консультации на раннем сроке. К сожалению, есть такое, когда женщина стоит перед выбором, стать ей матерью или нет. Она, конечно же, рассчитывает свои силы и возможности. Она, конечно же, понимает, что это не на один день, а это на всю жизнь. И если она будет чувствовать такую поддержку со стороны государства, она никогда не пойдет на лишение жизни своего ребенка. Эта мера рассчитана ежемесячная, сумма выделяется достаточно приличная, 46 миллиардов, это много, и это мы только поддерживаем, тем более, что очень много в последнее время как раз говорим и о демографической ситуации, и о том, что количество абортов растет. Размер обеих выплат зависит от установленного в регионе прожиточного минимума. Неполные семьи смогут получить половину прожиточного минимума ребенка, а беременные женщины – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Коми выплата одиноким родителям составит 7350 рублей в месяц, выплата беременным – 7857 рублей. Любая государственная поддержка, которая направлена на выплаты какие-то социальную поддержку, она в любом виде и в любом случае, я считаю, что нужна своевременно и, конечно же, актуальна, поскольку, в общем-то, наверное, прожиточный минимум у многих семей, молодых семей, он, в общем-то, желает быть гораздо выше. И поэтому, конечно же, когда в семьях появляются дети, это понятно всем, что дополнительные расходы, огромные расходы семейного бюджета. И, конечно же, когда президентом принимаются такие глобальные решения в качестве поддержки семей, выплаты дополнительных финансовых средств, конечно же, я считаю, что это очень важно. В Пенсионном фонде России подчеркнули, что пособия положены тем, чей доход не превышает прожиточного минимума на человека в регионе. Выплата назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Подать заявление можно с 1 июля на портале госуслуги или в клиентской службе фонда по месту жительства.